Салем Достар, вы снова на канале Кола, большой рахмет, друзья, всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео обращения москвички на казахском языке, казахам. Смотрим, друзья. Салем достарым, бүгін өте маңызды, өте үлкен күн. Всем привет! Уже говорит на казахском. Переехавшая из Москвы в Алматы русская девушка покорила Казнет. Перед началом видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарии для продвижения видео. Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Она записывает ролики на казахском языке. Казахстанцев покорила видео с русской девушкой, которая готовит бешбармак и комментирует процесс готовки на казахском языке. Девушка Ксения, переехавшая недавно с Москвы в Алматы, покорила сердце казахстанцев. Она не только научилась вкусно готовить бешбармак, но и уже неплохо говорит на казахском. Өйткені мен өте қызық тамақ дайындауға тырысамын. Ет пісіреміз, пиязды кесеміз, пиязды қуарымыз, кеспе пісіреміз, кеспе, пияз және ет табаққа салымыз. Ас болсын. Пользователи Казнета похвалили девушку. Молодец вообще, комментировать готовку, друзья, то, как ты приготовила, да, и рассказывать, это, это уже какой-то есть уровень, не прям не хочу сказать, что маленький, это хороший уровень уже, если она начинает вот с готовки, молодец, молодец. Я в предыдущем видео тоже говорил, что у меня супруга с Казахстана, друзья. Мы скоро уже год как будем вместе в супружеской жизни. И вот именно словечки, да, я хочу просто не так коверкать или как-то пытаться там разговаривать. Я хочу именно, чтобы я вот так сел и с вами начал на казахском разговаривать. Это в будущем будет. Но я думал для себя, что мне будет намного легче изучение. А это очень тяжелый. Кто думает, что там легко или... Легко ничего не бывает, но если ты хочешь и ты стараешься, в любом случае ты выучишь этот язык. Это те люди, которые начинают говорить, а зачем он мне нужен, это они уже своим поведением показывают, что он не готов, он не будет его изучать. А те люди, которые хотят и будут изучать, в любом случае они изучат этот язык. И, конечно же, в любом случае... Так же, как моя супруга, она некоторые слова, она хорошо понимает, уже хорошо понимает украинский язык, она хорошо понимает, может некоторые слова сказать, написать на украинском языке. И меня это радует, потому что она из-за уважения ко мне, она изучила, она пыталась изучать и изучает этот язык. Конечно же, с уважения к народу Казахстана, к своей супруге. Я тоже буду изучать и изучаю казахский язык, потому что это надо, друзья. Я хочу с своей супругой разговаривать свободно на языке казахском. Я хочу, чтобы у нас дети разговаривали не только на украинском языке, а на казахском и украинском, и чтобы это их два языка родных были, потому что мы разной национальности и каждую культуру в нашей семье будут уважать, что украинскую будут, что казахскую будут уважать, что традиции мы из Казахстана будем придерживаться, также традиции и украинские будем придерживаться. Никаких ущемлений или там, я всегда говорил, что я не ущемляю людей по разрезу глаз, по цвету кожи, по вероисповеданию. Для меня все люди одинаковые. Главное оставаться всегда человеком, главное оставаться всегда, вот это не терять у себя людское, друзья, которые нам дали с рождения, да, которые мы рождаемся, вот такие все добрые, милые, красивые, пушистые, никому зла не желаем, ничего у нас в помыслах плохого нет, но когда начинаем мы вырастать, у нас начинается изобретение каких-то ядерных оружий, изобретение оружия, мысли какие-то непонятные о чем-то. Понятно, это может сыграть роль того общения или того окружения или того государства, в котором ты живешь, и оно привело к тебе к таким действиям. Но, друзья, всегда человек
за свои поступки отвечает сам, потому что вот это людское у него всегда есть. И если ты какой-то поступок хочешь сделать плохой, ты всегда можешь подумать об этом, а как будет этому человеку после этого поступка. А если бы со мной так поступили, как бы мне было в этой ситуации? Всегда можно определить и понять, где есть черные, где есть белые, а те люди, которые оправдывают военные действия или убийство людей, я не считаю их адекватными, потому что как можно оправдывать убийство человека? Это в уму непостижимо, друзья. Это лично мое. Может, есть различные люди в комментариях, которые пишут различные гадости или хейтеры, но каждому хейтеру отвечать у меня всей жизни не хватит, каждому хейтеру ответить, друзья. Но если он начинает писать или оправдывать какие-то действия различных людей, какие-то плохие действия, я этому человеку даже отвечать ничего не буду. Я просто прочитаю его сообщение или комментарий, который он хотел написать, который он хотел донести, непонятно что он хотел и кому донести, и кому доказать. Потому что различные видеоролики, которые можно посмотреть у меня на канале, за тот период, который смотришь различные видеоролики, можно уже давным-давно понять, какое у меня мировоззрение, какое у меня мышление, о чем я думаю, как я себя, что для меня важнее, да, в этой жизни. И человек, не смотрел мой канал, начинает заходить и писать там интересные вещи, я даже не помню, потому что их так сколько много, но я не обращаю на это внимания, и начинают писать различные гадости или еще что-то там, и добавляют, и я говорю, ну как, ты посмотри у меня, или начинают говорить, что я там провокатор. Никогда ничего не провоцирую, наоборот, призываю жить в мире, в взаимопонимании, не равнять всех людей под одну дудку, потому что в каждой национальности есть разные, как и добрые, так и хорошие. Но нет, найдется один человек, который будет рассказывать, там, тыкать и показывать, что вот он сидит, вот он пытается там. Ну, друзья, сколько людей, столько и мнений. Я всегда говорю, всем нравится, всем под всех подстраиваться я не могу. А тот человек, который начинает учить, будь добр, сядь, создай канал, начни вещать свое мировоззрение, начни вещать свое мнение, как-то с людьми общаться, и увидишь, как на самом деле все оно происходит. Те люди, которые начинают вещать или рассказывать и не думают, что все так хорошо, сразу польется море позитива, море красивых эмоций. Нет, самое первое — это море негатива, которое ты просто в шоке от него. Но на него обращать никогда не надо внимания, потому что если обращать внимание, ты никогда двигаться вперед не будешь. Друзья, зашел как-то разные темы. И так, конечно же, изучение казахского языка — это большой плюс для того человека, который переехал в Казахстан, и вообще для него в общем, потому что открывается много дверей, так же как и людские двери к народу Казахстана, которые он будет видеть и понимать, что к нему совсем по-другому начинает относиться. Я за то, чтобы изучать государственный язык в любой стране, в которой ты проживаешь, не только в Казахстане, друзья, это самое главное. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья. До встречи.